Валентина. И сегодня у нас интервью с серебряным директором в компании Faberlic Лабуть Еленой, которая любезно согласилась дать интервью для этого видео. Ну, каждого лидера любой компании в сетевом маркетинге интересует такой вопрос, как найти новичка, где взять людей, как зарегистрировать, как провести людей. Вот. Ну, и хотелось бы уже Елена Лабуть у нас серебряный директор, задать ей такой вопрос, а как она попала в эту компанию? Как у нее это получилось? Добрый день. В компанию попала очень интересным образом. С сетевыми компаниями я знакома давно. Я делала заказы в компании Oriflame, в компании Avon, но мне как-то захотелось приобрести продукцию в компании Faberlic. И, приобретала я у девочки одной, а потом мне захотелось познать что-то большее, более подробно узнать, как приобретать продукцию. Девочка мне толком ничего не смогла объяснить. И другая моя сотрудница по работе дала мне номер телефона того человека, который зарегистрировал ее. Я позвонила, это было перед Новым годом, я очень хорошо помню. И женщина, такая энергичная, слышно было по голосу, сказала, что перезвонит мне. Через некоторое время она мне перезвонила, мы с ней побеседовали, она мне все очень подробно рассказала, интересно о своей жизни. Это меня, наверное, и зацепило. После буквально первого заказа своего небольшого, который она мне высылала почтой, я начала интересоваться многими вопросами, она мне начала рассказывать. С этого и начался мой бизнес. И потом буквально сразу же, через 3 недели, месяц, я приняла решение уже такое свое грандиозное, реальное решение прийти в этот бизнес. Хорошо, а как вам самой было легко регистрировать людей? Приводить, находить? Откуда вы их брали? По поводу регистрации поначалу у меня не было никаких комплексов. То есть я сначала опросила весь круг своих знакомых, пролистала полностью свой телефонный справочник, полностью от А до Я, всех людей, которые могли быть потенциальными клиентами, консультантами, покупателями. Потом я перебрала весь свой блокнот, в котором были записаны мои коллеги, не коллеги, а мои еще сокурсники по учебному заведению, первому по вузу моему. Это и были мои первоначальные консультанты. Скажите, сетевой маркетинг – это все-таки бизнес. Но любой бизнес, он отнимает очень большое количество времени. Но я знаю, что у вас есть семья. Скажите, остается ли у вас свободное время, как на семью? Есть у вас, остается? Конечно же, время на семью остается. Ведь в первую очередь главное – это семья. Если что-то там, какое-то грандиозное мероприятие семейное, я в первую очередь уделяю внимание семье, откладываю все в сторону, всю свою работу, но потом мы стараемся все вместе, всей семьей, привлекая уже свою старшую девочку, привлекая мужа, мы стараемся наверстать упущенное. И зачастую моя работа привлекается в увлекательное занятие для всей моей семьи. Спасибо, очень интересные ответы. Скажите, у вас есть какое-нибудь напутствие этим людям, которые только приходят в сетевой маркетинг, только узнают, что такое бизнес? Могли бы вы дать какие-либо советы, как можно добиться успеха в этой сфере деятельности? Люди, которые приходят в сетевой маркетинг, все люди хотят сразу очень и много денег, но сразу, как я говорю, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. То есть сразу денег много не бывает. Для того, чтобы заработать деньги, нужно очень много и усердно поработать. Можно сказать, как я говорю, нужно изначально пахать, а не работать, очень сильно трудиться. И люди, которые раз-два попробовали, что-то не получилось, они зачастую бросают сразу. У меня не получается, я не могу, у меня не хватает времени, да и надоела вся эта ерунда. Поэтому я всегда рекомендую людям, которые реально хотят заработать, реально хотят чего-то добиться, рекомендую набраться усидчивости,
набраться терпения. Всегда говорю, и детям своим говорю, и в семье говорю, и людям говорю, терпение и труд все перетрут. Поэтому работайте, и надо просто терпение. Не бросать сразу на изначально день, два, три не получилось, а ты попробуй одно и то же действие делать в течение недели, потом в течение месяца. Вот если в течение месяца ежедневные занятия не дадут никакого результата, тогда можно уже поискать причину. Скажите, а есть у вас какой-либо, такой вот жизненный девиз? Мой жизненный девиз после того, как я пришла в компанию, начала работать, значит, он звучит так. Делай сегодня то, что другие не хотят. Завтра ты сможешь жить так, как другие не смогут. Вот это мой жизненный девиз. Спасибо. Большое спасибо за интервью. Я думаю, что оно будет полезно для тех, кто только-только приходит не просто в компанию Faberlic, а даже начинает заниматься вот этой деятельностью, сетевым маркетингом. Вам спасибо за внимание.